Международная обстановка, абхазо-российские отношения, второй фронт, женевские дискуссии. На площадке медиацентра состоялся телемост министра иностранных дел Абхазии Инала Арзенба и абхазских журналистов с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Информационные проекты, направленные на укрепление имиджа Республики Абхазия на международной арене в сотрудничестве с Россией, технологии и продвижение информации. Эти и другие актуальные вопросы совсем недавно обсуждались Иналом Арзенба и Марией Захаровой. Результаты диалога довольно плодотворны. В ближайшее время МИД Абхазии адаптирует специальное программное обеспечение по анализу так называемых больших данных. Это позволит нам иметь полную картину относительно того, кто, что и где пишет про Абхазию. Следовательно, имея полную информацию, мы будем подбирать адекватные инструменты реагирования на те или иные ситуации, прежде всего связанные с дезинформацией и откровенными провокациями. Мы сегодня обсудили как раз, что такие провокации активно сегодня исходят из Украины, в нашем случае активно из Грузии. Конечно, особую важность для Республики Абхазия имеют меры информационного реагирования на действия Грузии. Мы неоднократно говорили о гибридной информационной войне, которую Грузия ведет против нас. С одной стороны, заявление про мир и диалог, с другой стороны, мы оккупированная территория. Конечно, мы будем доносить информацию до международного сообщества. На следующей неделе, кстати, планируем сделать соответствующее заявление о том, что такое оккупация, что означает термин оккупированной территории, каковы критерии оккупации, каково политологическое, историческое измерение вообще этого термина и что он совершенно не соответствует нашей ситуации, разумеется. Мы не оккупированная территория, мы независимое государство и точка. В продолжении темы информационного продвижения был задан первый вопрос. Касался он улучшения имиджа Абхазии в российских СМИ. Какие шаги предпринять, чтобы в российских СМИ чаще звучала позитивная информация об Абхазии? Вы знаете, я понимаю, что и вы прекрасно понимаете, как сотрудники средств массовой информации, журналисты, люди, работающие в медиасфере, что, к сожалению, мы живем в мире, где именно плохие новости распространяются быстрее всего, а хорошие новости, есть такое выражение, плохо продаются. Вот это, к сожалению, реалии. Но у этого есть и противоядие. Во-первых, нужно прицельно и много и упорно работать, а во-вторых, нужно создавать соответствующие условия. Вот мы сегодня тоже об этом говорили, упомянули, по крайней мере, о том, что любая внешняя деятельность, будь то внешняя политика, будь то внешняя информационная работа, является продолжением работы внутри государства. Поэтому решение внутригосударственных проблем позволяет доводить информацию об этом и с большей уверенностью, и она воспринимается соответствующим образом. Сейчас весь мир сталкивается с искажением информации, даже несмотря на положительные моменты, которые происходят внутри государства. С этим важно и необходимо бороться, добавила Захарова. В первую очередь это фокусировка на внутреннее развитие, купирование тех проблем, которые могут стать, к сожалению, такими привлекающими внимание и дающими почву для дальнейших вот таких агрессивных информационных кампаний. Но у вас есть потрясающая наполненность новостями и потенциальными новостями, которые сами по себе, вне зависимости от конъюнктуры, мне кажется, призваны формировать образ страны, ее история, ее культура, ее фантастическая природа, конечно, туристический не просто потенциал это то, что еще не раскрыто. Уверена, что можно много раскрывать, но я знаю огромное количество людей, граждан России и других стран, которые любят вашу страну, приезжают отдыхать, делают это с любовью к стране. Поэтому это, вот, на мой взгляд, одна из таких основных, мне кажется, основных источников вдохновения для информационной работы, безусловно. Что важно в работе внешнеполитического ведомства в условиях жесткой информационной борьбы? Что изменилось в его деятельности и с какими сложностями приходится сталкиваться после февраля текущего года? Так звучал следующий вопрос. Мы в состоянии информационного противоборства живем давно. Мы постоянно переживали различные фазы кризисов, но они были скрыты. Ну вот даже пандемия поставила такие
вызовы перед каждой страной, с одной стороны, объективные, помните, да, и локдаун, и вывоз людей, возвращение граждан, оказание содействия тем, кто не может выехать, и коммуникационная составляющая, которая легла как раз функционально на наше подразделение, была одной из самых важных, потому что людям нужно было взаимодействовать с органами власти, друг с другом, находить возможности для получения информации, которая являлась важнейшей основой для разрешения каких-то очень сложных жизненных ситуаций. А с другой стороны, были на этом фоне, когда мир должен был объединиться, наоборот, началось его разъединение. Помните, да, история с вакцинами. Россия первая разработала вакцину, предложила миру. И что мы взамен получили? Агрессию, желание ее, так сказать, оформлять в международно-правовом плане, сертифицировать, бесконечное количество фейков и так далее. Вот просто один из примеров. Это была очень напряженная, интенсивная не просто работа, а жизнь, которая вот, да, на многие месяцы растянулась. Поэтому в этом смысле не изменилось ничего, потому что мы в этом состоянии живем давно. При этом, конечно, мы видим, как мир полностью сейчас такое, знаете, это не турбулентность, это такое настоящее начало глобальных тектонических сдвигов. Они были, они намечались. Кризисные явления нарастали, мы об этом постоянно говорили, что к чему может привести. Но сейчас это уже запущено в качестве глобального процесса. И это, конечно, меняет все. Меняет картину мира, меняет отношения многих людей к многим процессам, во многом меняет основы и ставит глобальные вопросы, на которых пока у человечества ответов нет. Поэтому вот, ну, это, наверное, есть диалектика, да, как бы, ну вот, наверное, в такой момент мы и живем сейчас. Обсуждался и вопрос перехода абхазо-российской границы. Каждый год Абхазия сталкивается с такой проблемой, как затор на границах в курортный сезон, из-за чего страдают российские туристы. Ну, мы этот вопрос действительно обсуждаем активно и с коллегами из МИДа, из Госдумы, из других ведомств, и придаем особое значение упрощению границы перехода перед курортным сезоном, который мы рассматриваем в качестве беспрецедентного в условиях, которые складываются в мире. Скорее всего, Абхазию посетит такое рекордное количество людей, граждан Российской Федерации. Не осталась без внимания и тема женевских дискуссий, которые сейчас приостановлены на неопределенное время по инициативе ООН и ОБСЕ. Запад сегодня не идет на диалог, фактически отказываясь от него. А ведь Женевская площадка – это важный инструмент для донесения своей позиции до мирового сообщества и возможности подписания соглашения о неприменении силы. Мария Захарова подчеркнула, что это относится к части так называемой культуры отмены, которая доминирует сегодня на Западе. Понимаете, нужно отличать такое, знаете, ну, действительно там праведный гнев, невозможность ведения диалога по принципиальным соображениям или неэффективность переговорного процесса, который, например, заходит в тупик. Это все очевидно, такое существует в политическом дискурсе, в целом, в дипломатии, в отношениях. А есть вот то, что называется теперь на Западе культура отмены, когда по идеологическим соображениям, возникшим не в связи с кризисом, а задолго до кризиса, вот по этим идеологическим соображениям, используя момент и его конъюнктуру, навязывается вот эта идеологическая, как бы, надстроечная часть, навязывается идеология. И все те, кто в это не хочет вписываться по целому ряду вопросов и целому ряду направлений, их пытаются просто вычеркнуть из процесса. Ну, есть, знаете, на мой взгляд, это по-детски. Почему? Не потому что по-детски в этом есть какое-то позитивное сравнение, наоборот. Во-первых, по-детски наивно, а во-вторых, по-детски так жестоко в отношении крушения всех тех высоких идеалов, о которых Запад же и говорил. Почему наивно? Потому что вот как ребенок, знаете, закрывает лицо руками и говорит: а меня никто не видит, я в домике.
Что такое культура отмены? Явление есть человек, страна, есть философия, есть иные точки зрения. А вот коллективный Запад сейчас говорит, а мы в домике, закрывает лицо руками, закрывает глаза и считает, что кого-то таким образом отменил. Что в основе этого антигуманизм абсолютный, жестокость и намеренная агрессия с разжиганием. А это действительно перечеркивает все то, к чему западный мир стремился на протяжении не десятилетий, а столетий, да, развивая вот эту самую человеческую сущность в направлении гуманистических ценностей. Под знаменами толерантности, достижения мира в виде его многообразия, свободы слова и плюрализма, все это свернулось просто в такую абсолютно убогую идеологию неприятия ничего, что не вписывается в собственное представление о мире. В каждом деле должна быть цель, она должна быть честной. Вот мы открыто говорим, что наша цель на женевских дискуссиях – это подписание соглашения о неприменении силы. Это признание суверенитета Абхазии со стороны Грузии. Какая цель у Грузии на женевских дискуссиях? Вот такой вопрос я хотел бы задать. Понятно, что на него никто не ответит, но вот этот саботаж, который продолжается, он, конечно, абсолютно недопустим. И что делает Грузия на женевских дискуссиях, мы не очень понимаем. Точнее, понимаем, но, к сожалению, это нас очень разочаровывает. Речь зашла об абхазо-российских взаимоотношениях. Как вы оцениваете абхазо-российские взаимоотношения на современном этапе? И как Российская Федерация отнеслась к решению президента Республики Абхазия о признании ДНР и ЛНР? Российско-абхазские отношения развиваются динамично. Мне кажется, сейчас МИД Абхазии как-то особенно активно приступил к их реализации со стороны вашего государства. Регулярно на брифингах к теме двусторонних отношений обращаемся. Я с удовольствием предоставлю вам показатели с российской стороны, если это будет интересно и необходимо. А что касается признания ДНР и ЛНР, то первое, суверенное право каждого государства. И вот мне кажется, что собственно говоря, этим своим правом Абхазия воспользовалась. Второй момент. Понимаете, у этого же есть не просто политическое измерение, в нем есть историческое, гуманитарное. Абхазия прошла очень сложный путь, очень непростой путь, трагический во многом путь, и вот я имею в виду развала Советского Союза. И Абхазия, абхазский народ не из учебников знает историю тех времен и их последствий. Понимаете? И когда многие сейчас потерялись или не могут определиться, им это сделать трудно, то народу Абхазии это сделать нетрудно по одной простой причине, потому что есть собственный опыт и есть понимание того, с чем сейчас столкнулся и регион, и как жили ДНР и ЛНР 8 лет, и что к этому привело, и на чем основывается позиция Российской Федерации. Говорили о возможности открытия второго фронта, так как сегодня в Украине звучит немало таких призывов. Несмотря на это, власти Грузии заявляют, что не допустят войны. А насколько реальна перспектива возобновления российско-грузинского диалога на фоне того, что в Украине звучат у политологов призывы Грузии открыть второй фронт, и заявление премьер-министра Грузии о том, что власти республики не допустят войны на территории Грузии? Мы относимся, опять же, к Грузии как к государству суверенному, которое тоже прошло очень сложный и проходит непростой путь. Оказывается на нее давление, причем оказывалось давление не как на многих именно сейчас или в какие-то отдельные моменты, но мы прекрасно помним ту разрушительную идеологию, которая была внедрена или была осуществлена попытка ее внедрения под видом именно такой внутриполитической части развития этого государства. Мы прекрасно помним, как Запад не просто вмешивался в дела этой страны, а пытался моделировать
по своему сценарию развития и Грузии, и всего региона в целом. Но опять же, да, это проблемы конца 80-х, 90-х годов, поэтому Грузия исходит из, я не хочу говорить за это государство, но вы меня спросили, поэтому, как я это понимаю, опять же, из своей суверенной политики, формирует ее, и мне кажется, что это очень еще важно на фоне того, вот это проявление именно истинного суверенитета у каждой страны в сегодняшний момент. Не значит, что кто-то соглашается, не соглашается, кто-то имеет свою точку зрения, отличную от другой точки зрения, а именно суверенную. Не та, которая навязывается кем-то под давлением и угрозой, будь то санкции, либо персональные угрозы. Очень важно именно, чтобы каждое государство сегодня проводило суверенную внешнюю политику, потому что это и есть, на мой взгляд, сегодня проверка на то, является ли государство, страна, народ суверенными, или это все фикция, что отвечает исконным интересам страны, народа, государства, а что навязывается. Как навязывается, мы знаем, и вы знаете. Шантаж, угрозы, где-то даже насилие, запугивание. Такое, что оно несопоставимо с представлением о цивилизованном не то что общении, а цивилизованных основах построения общества. Это самый важный момент, на мой взгляд, за последнее время, когда каждый должен ответить себе на вопрос. Мы пляшем под чужую музыку или мы являемся действительно независимыми и суверенными? Мы будем все время жить под гнетом и под страхом того, что нас будут использовать в чужих интересах, сталкивать, стравливать, не давать жить, развиваться и взаимодействовать на мирных основах, просто потому что там где-то за океаном сегодня выгодно именно так выстраивать мирохозяйственные отношения. Или мы можем защитить наш внутренний суверенитет для будущего развития. Вот, за последние дни несколько общественно-политических деятелей Грузии открыто заявили, что Соединенные Штаты Америки навязывают открытие второго фронта Грузии. Да? И расчет был на то, что господин Саакашвили выйдет из тюрьмы и как послушный парень, значит, развяжет второй фронт здесь у нас, на нашей территории. Но господин Саакашвили пока сидит в местах лишения свободы. Вопрос тоже касается Грузии, но несколько в другом ключе. Как вы оцениваете нынешнее состояние российско-грузинских отношений? К сожалению, как вы знаете, у нас отсутствуют дипломатические отношения по причине того, что Тбилиси их разорвал. Кстати говоря, это большое заблуждение, но миф, который достаточно так, в общем, внедрился благодаря, опять же, фейкам и работе тех, кто обслуживает Запад на его гранты, что Россия ввела визовый режим с Грузией как раз после 2008 года. Это неправда, это ложь, просто я пользуюсь возможностью, потому что уверена, что многие живут вот с этими грезами. На самом деле это было сделано не по, так сказать, политическим соображениям после 2008 года, это было сделано в связи с ситуацией на Северном Кавказе и контртеррористической операцией, которая проходила на территории нашей страны. К сожалению, там не было должного уровня взаимодействия по вопросам безопасности, и это был вынужденный шаг. Хотя сейчас, видите, многие годы идет подмена понятий, увязывается. Даже, кстати говоря, многие российские не журналисты, а главное редактора живут с ощущением, что это вот введение визового режима, оно было сделано российской стороной как шаг после соответствующих событий. Нет, это не так. Это было связано с вопросами безопасности и было сделано задолго до этого. В завершении абхазские журналисты немного отошли от вопросов международных отношений и поинтересовались, бывала ли Мария Захарова в Абхазии. Владимировна практически выросла в Абхазии, потому что родители приезжали отдыхать туда регулярно. Я
обожаю все, что связано с природой Абхазии, культурой. Я по большому счету начала понимать, чувствовать Кавказ именно вот с Абхазии. И выросла с пониманием и ощущением того, что такое Кавказ именно после того, как была с родителями в Сухуми и в его окрестностях. Я была уже в Абхазии в таком уже взрослом возрасте в составе делегации министра иностранных дел Сергея Лаврова. Вы, наверное, помните, было несколько визитов. И я помню и переговоры, и уже такую неформальную часть этих переговоров, и то, как восстанавливалась, возрождалась Абхазия. И набережную помню очень хорошо, и сравнивала ее со своими детскими впечатлениями. Если вы мне позволите, буквально полминуты лирики. Я больше всего люблю, конечно, вот это вот потрясающее сочетание моря и эвкалиптов. Я не знаю, вот этот запах, он с детства является любимым. И, кстати говоря, впервые увидела, как расцветают мандарины, и вот этот тонкий аромат мандариновых цветков. Простите за лирику, но вы меня на эту ноту сами настроили. Вот на такой ноте завершился телемост Сухум-Москва. Более получаса официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечала на вопросы абхазских журналистов. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.